В эфире «Актуальное интервью». Сегодня в городском парке столицы стартует третий сезон проекта СФФУ Open лекции. Каждую пятницу до конца лета ученые университета будут читать открытые лекции для всех желающих на самые разные темы. Чем готовы удивить лекторы? Растет ли популярность такого формата общения? Насколько способствует популяризации науки? Мы поговорим с гостем студии, начальником отдела управления медиаполитики и связи с общественностью СФУ, а также кандидатом политических наук Никитой Аргыловым. Никита, добрый день. Спасибо, что уделили время ответить на наши вопросы. Судя по названию первой лекции «Провинциальный синдром. Зло или благо», наш Якутск, видимо, не самый провинциальный, ведь подобные лекции популярны в основном в крупных городах России. Да, действительно это так. 3 года назад наш проект открывал тоже профессор Виктор Михайлович Данилов. В этом году мы решили повторить нашего профессора и думали, с какой темой вообще выйти в народ. Да? Вообще затея этого проекта вообще пришла от того, что университет – это огромная корпорация, в которой происходит очень много интересного, прежде всего образовательного, научного, культурного. И в мире происходит уже на протяжении последних лет тренд на открытость, на подотчетность, когда университет больше выходит с предложением сотрудничать с разными структурами. Это не только власть, бизнес, но и само население. То есть некие коллаборации? Конечно, да. И вообще университет не может без коллаборации, потому что, во-первых, она ежегодно восполняет свои силы новыми абитуриентами, да, обучающимися. И во время обучения, конечно же, происходит всегда процесс осмысления происходящего. Да? И другая невидимая часть – это исследовательская часть, когда ученые в той или иной сфере проводят свои изыскания. И тема провинциальности мы поставили специально, потому что вообще лекции, открытые лекции, они для нас вызов. Насколько востребованы, получается, темы, сам лектор, да? Допустим, у нас бывает очень много претензий, вопросов в плане того, что почему лекции проходят без слайдов, да, без наглядных материалов. Ну, каких-то дополнительных технических средств, которые облегчают понимание. Да, хотя мы живем в век новых технологий, да, как-то вот. Но наша задача была вообще зациклить внимание именно на лекторе, то есть его смысле речи, его в реальном общении, да? В реальном общении. И мне кажется, что практика, которая у нас прошла, мы в парке за 2 года провели порядка 20 лекций. Да? И в этом году тоже порядка 20 мы должны провести. Давайте от организаторов перейдем к участникам. За эти 2 года сколько людей посетило лекции и кто они в основном? За 2 года посетило порядка 1000 человек. Где-то бывает много народа, где-то бывает меньше народа. Народ бывает совершенно разный, в зависимости от темы, от лектора, к примеру. Да? Допустим, у нас был профессор Пальшин на тему заболеваний опорно-двигательного аппарата. Да? Это очень актуальный вопрос, к примеру. Конечно, там превалировало старшее поколение, которое с насущными, скажем так, вопросами. Или же темы, связанные с национальной одеждой, историей одежды. Там, конечно, люди, которые интересуются. То есть мы видим на площадках, во-первых, самую разнообразную аудиторию. То есть от молодежи, заканчивая старшим поколением. Мы видим постоянных людей, которые приходят. И самое главное, то, что университет проводит эти лекции на территории города, то есть вне университетского кампуса, и люди приходят сами по своей инициативе.
Мы, Судя конечно, по вашим словам, разнообразен не только возраст и профессии людей, которые слушают, но и темы. Каким образом тематика выбирается для обсуждений? так, организатором этих лекций является редакция университета, поэтому в течение учебного года мы работаем, получается, с нашими спикерами, и в течение этого периода какие-то темы появляются. Ну и, безусловно, перед выходом каждая любая тема проговаривается с конкретным лектором, то есть лектор думает, с какой темой бы я пришел, допустим, в аудиторию. Допустим, буквально вчера мы разговаривали с профессором Юлией Геннадьевной Хазанкович и буквально сформулировал, допустим, такую тему. Литература народов Арктики, терра инкогнита. Да? То есть это человек, который занимался всю жизнь литературой народов Севера. И она хочет рассказать, какой потенциал, да, какие авторы интересные есть, которые пишут на языках малочисленных народов Севера. Но судя из названия, не совсем очевидно, что именно будет заложено в лекции. Нет ли потери аудитории из-за этого? Ну, несмотря на то, что это массовые лекции, да, но потери, конечно, могут быть. Потери, конечно, могут. Во-первых, это лето. Во-вторых, темы могут быть. Но само по себе вообще лекция – это процесс не, скажем так, работы. То есть человек приходит туда работать, думать, вместе дискутировать. И таких людей, не всегда так бывает, много может быть. Вы и другие организаторы как раз целью лекции называете популяризацию науки. На ваш взгляд, на сегодняшний день получали цели это делать благодаря подобным мероприятиям? Ну, нам кажется, что получается, потому что, может быть, эффект не такой очевидный и яркий, примеры, но это вообще проект долгосрочный. Мы эти лекции на самом деле в зимний период, осенний, зимний, весенний период, мы же проводим студии, то есть записываем и потом выкладываем в интернете. Да? То есть это систематическая работа. Мы на протяжении с ноября 2016 года в сети выложили, оцифровали, скажем так, лекторов наших порядка, больше 200 лекций. И популяризация науки как раз-таки проходит через СМИ. И, допустим, ваш канал, другие ведущие издания, Ньюсвик, ЕСИА, Якутия-24, они являются нашими информационными партнерами, благодаря которому люди узнают, что такое происходит. Говоря об интернете, современная молодежь, в частности студенты, воспринимают абсолютно по-другому современные лекции. То есть традиционный способ подачи материала уже не подходит, как вы в начале программы сказали, что есть даже иногда жалобы на то, что нет слайдов или каких-то дополнительных технических средств. Но также молодые люди в последнее время предпочитают онлайн-обучение или офлайн, но тоже по интернету. Как с этим боретесь и какую тенденцию, точнее не боретесь, а как выходите из ситуации, чтобы пойти навстречу студентам, и какую тенденцию отмечаете сами для себя, правда это или нет? Современный мир, он выделяется тем, что много вариантов предлагается для аудитории, да? То есть выбор есть. И традиционно университетские занятия, лекции, они, конечно, претерпевают изменения и, самое главное, вызов. Но мы склонны к классике в том понимании, что прежде всего интересен лектор сам по себе как личность, как человек. Если он интересно рассказывает, ставит задачи определенные, то любому обучающемуся, бакалавру, магистранту, аспиранту, человек, который получает дополнительное образование, человек, который проводит интересное время на таких временных парковских лекториях, это, конечно же, определенная категория людей. И мы, конечно, тем самым отвечаем, по идее, на такой вопрос. Готов ли университет отвечать вызовам цифровизации? Да? Потому что, выходя в интернет, выходя вообще в народ, мы уходим из локальной территории, глобализируемся. То есть, если это лекция на русском языке, то его могут смотреть, комментировать весь русскоязычный мир. Да?
А у нас лекции выходят еще на других языках тоже, на французском, на польском, на китайском, на корейском. Чтобы задействовать на как можно больше французском. аудитории. Конечно, потому что это тематика, связанная с Арктикой, это тема, связанная с северо-востоком России, то, что начиная от экологии, заканчивая какими-то гуманитарными вопросами. Я хочу докончить насчет вызова. Я не хочу сказать, что все лекции очень хорошие. Мы в процессе работы, и мы, и лекторы, учимся то же самое. Потому что я вот приведу пример. Человек, допустим, пришел на лекцию, первый раз на съемку. Он, может быть, выступил не очень, волновался, потому что это же тоже практика, да, учиться работать перед камерой. Вторая лекция, запись, совершенно другая картина. Человек органично смотрится, человек уже анализировал. Ну, как минимум уже лучше. Как минимум лучше. А дальше уже работа над темой. То есть человек может ли на конвейерной основе воспроизводить темы, упаковывать ее под формат, допустим, 13 минут. Вот. Но это работа большая, и я очень хочу поблагодарить тех, кто работает с нами и смотрит нас, потому что вот эти 13 минут готовиться, это ответственность и большая работа. Формат и личность – это, конечно, немаловажные аспекты, но нельзя забывать о том, что содержит в себе сама лекция. Чем лекторы обычно заинтересовывают своих слушателей? Ну, основа, классика всего – это итоги исследований. Итоги каких-то многолетних наблюдений, мониторинга, анализа чего-то. И на основе этого происходит, в принципе, весь доклад, все общение. Вот. Ну и последний вопрос. Чем готовы удивить зрителей в этом сезоне? Так, ну в этом году мы над списком работаем до сих пор. Да, мы хотим вообще представить университет в самом широком ассортименте, в плане того, что это начиная от старшего поколения, заканчивая молодыми, перспективными. У нас не только как бы инициативные, да, но и то, что мы вот сами выходим с предложением, давайте вы выходите и так далее. То есть мы все это сопрягаем и с отпуском, и с летним периодом, и, ну вот, чтобы люди смогли успеть прийти и рассказать свою тему. Никита, и напоследок напомните, пожалуйста, нашим телезрителям еще раз, где и когда они могут поучаствовать в подобных мероприятиях. 14 июня до конца августа, в течение 3 месяцев летних, каждую пятницу с 18 и 19 часов в городском парке, в лесной библиотеке мы всех ждем на наши лекции. Получается по 2 лекции в каждую пятницу. Никита, спасибо за информацию. Будем надеяться, что у вас все-таки удастся достигнуть вашей цели, которую вы поставили, и популяризировать науку. А я напомню, что сегодня гостем студии был Никита Аргылов, начальник отдела управления медиаполитики и связи с общественностью СВФУ. И обсудили мы тему Open лекций в Якутске. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.